الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. В древнем Эскекырыме, где каждый камень помнит молитвы предков, рождается новый голос, который заставляет город замереть и прислушаться. Это голос 12-летнего Мухаммада. Все началось несколько лет назад. Пока другие дети грезили супергероями, маленький Мухаммад мечтал стать голосом эзана. Он часами наблюдал за местным имамом, ловя каждую интонацию священного призыва. Когда я был маленький, тогда я слышал, как Эдем Ага читает азан в нашем джами. Я очень хотел тоже читать. Я пришел на урок, я сидел здесь и сдавал суру. Я, получается, сдал, и потом пришло время давать азан. Пришел Эдем Ага и попросил меня дать азан. Меня бабашка с Эдем Агашкой очень сильно просили. И я согласился, подошел к микрофону, включил его и начал давать азан. Я тогда очень переживал, мне было страшно, потому что я впервые в жизни читал азан, боялся ошибиться. Его главный наставник и строгий критик всегда рядом. Это его отец. С самого раннего детства они вместе проходят путь по страницам Корана. Мухаммад уже знает наизусть множество сур, оттачивая произношение и понимание каждого слова. Он меня учил, когда мне было 5-6 лет, объяснял, где надо тянуть, показывал в книжке, где это, как это. Я это заучивал с книжки, чтобы не просто на слух это было, чтобы я мог вспомнить это глазами, потому что я видел этот текст у себя в голове. И так я научился и читаю азан. Не ошибиться главное, сколько раз и что произносить. Например, Аллаху Акбар говорится 4 раза, Ашхаду ан ла иляха илляллах говорится 2 раза. Например, на утренний намаз, на фаджр, читается после хайр аль-фалах, читается ас-салату хайрун минан наум. Обязательно это не надо забыть. Это переводится как молитва лучше сна, молитва лучше сна. За эти 3 года я научился читать Коран, выучил последний джуз, суру Ясин, суру Мульк, суру Ар-Рахман и учу сейчас суру Бакара. Из суры Бакара я выучил почти 14 страниц. Бакара – это самая большая сура в Коране из 49 страниц. Моя любимая сура – это Ар-Рахман. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. Вначале у него не получалось, потом один из эзанов ему понравилось, он начал слегка повторять, но не получалось. Мы пробовали, это на протяжении долгого времени. Слегка начал получаться у него, и я говорю, теперь надо тебе пробовать. И он никак не мог начать прийти вот в микрофон официально перед людьми, вот так взять это. Никак не мог, то есть это тяжело. Но я и не заставлял, просто объяснял и слегка побуждал. Я, конечно же, как отец гордился, радовался, до сих пор такие чувства хорошие. Я думаю, каждый бы чувствовал такими, да, были такие эмоции. Это нелегко было, тяжело побудить детей, а вообще даже взрослых вот так выступить на камеру или выступить перед людьми, тем более ответственность есть, потому что очень важно помогать людям совершать поклонение, да? Помогать. То есть больше всего вознаграждение получает имам, потому что он ответственен за поклонение каждого приходящего. То есть он ведет их в намазе, соответственно, и больше всего вознаграждение ему. Но жизнь 12-летнего мальчика не ограничена только молитвой. Мухаммад – современный подросток. У него множество увлечений. Религиозное воспитание не забирает у него детство, а наоборот, дает ему четкие ориентиры и внутреннюю дисциплину. Вообще мне это нравится. Я почти каждый день сижу за Кораном как минимум полчаса, иногда час и больше. Но в телефоне тоже сижу и играюсь. И не только весь день зубрю Коран. Я очень люблю играть в бильярд, ездить на мотоцикле, ходить на рыбалку, на охоту ездить. Еще я люблю играть в футбол, хожу на борьбу к Ильяс Ахашке. У Мухаммада большая цель. Он мечтает посвятить свою жизнь сохранению и распространению Слова Всевышнего.
Когда я вырасту, я хочу стать имамом или муэдзином, читать азан, Коран, стать хафизом Корана, выучить весь Коран, выучить арабский язык, хотя бы половину. Конечно же, надеялся на это, для этого старался, потому что это приказ Аллаха в Коране, чтобы своих детей научить правильности, религиозности.